норма – носители русского языка. Если речь идет, я не считаю киргизов нашими соотечественниками, потому что киргизы не относятся к числу народов, исторически проживающих в Российской Федерации. А именно так говорит о соотечественниках закон о госполитике. И казахи на самом деле не относятся. Украинцы – это вопрос спорный. И таджики не отстают. А из этого следует что? Из этого следует то, что для них будет другая норма попадания в граждане Российской Федерации. Я вот это мы и хотели услышать. А это и есть. Вот у меня, кстати, очень большой вопрос. Вот когда началась Великая Отечественная война, и когда с очень большой скоростью немецкая фашистская гадина катилась по территории Советского Союза, как много семей уехало и нашло приют в той самой Средней Азии, которая теперь не соотечественники. Как много наших людей узнали тепло и заботу от тех, кого теперь называют, их надо бояться, они непонятно какие. Вот мы сейчас будем платить подлостью за добро, мы сейчас будем им говорить, нет, вы не такие, тем, кто спасали семьи краснородных. И что? Мы забудем и предадим? У нас была одна страна. Мы должны, сегодня, исходя из этого, сказать, что? Мы хотим тогда должны... Что, все, давайте забудем общую историю, нет, давайте откажемся от общей победы, давайте не будем... Мы правопреемники Советского Союза. Россия себя объявила как правопреемник Великой Империи. И мы должны понять, кто мы. Мелкая региональная шушера или наследники Великой Империи. И если мы должны рассуждать на уровне непонятно кого, который стремится только к сиюминутной выгоде, мы недостойны памяти и недостойны того подвига, который совершили поколения, которые были до нас. Сейчас...